После разгрома и разорения Золотой Орды Тимурленком Тохтамыш укрылся в Крыму, где пытался собрать силы, чтобы вновь попытать счастье в борьбе за ордынский трон. Однако в ордынской столице к власти пришел Тимур-Кутлук. Он выступил против Тохтамыша, изгнал его с полуострова, и Тохтамышу пришлось искать убежище за границей. Беглого хана и его соратников принял в своих владениях правитель литовского государства, великий князь Витовт. Он согласился помочь Тохтамышу вернуть власть над Ордой. В качестве платы за литовскую поддержку Тохтамыш издал ярлык, согласно которому Орда официально отказывалась в пользу Литвы от своих бывших владений в украинских, белорусских и западнорусских землях. Витовт рассчитывал, что если он вернет Тохтамыша на трон, то Золотая Орда станет ценным союзником литовских правителей в их противостоянии с давним соперником Литвы – Москвою. Потому Витовт выделил в помощь Тохтамышу мощное войско, и в 1399 году их объединенные силы двинулись на восток, чтобы пробиться к Сараю и свергнуть Тимур-Кутлука. Тимур-Кутлук преградил им путь на реке Ворскле, ныне Полтавская область. Схватка двух армий закончилась поражением Тохтамыша и Витовта. Решающую роль в разгроме сыграл Эдиге, Беклеребек Тимур-Кутлука. Потерпев неудачу на Ворскле, Тохтамыш бежал в Западную Сибирь. Там он обосновался в окрестностях нынешних Тюмени и Тобольска. Считается, что тем самым было положено начало Сибирскому ханству. Сибирский улус Тохтамыша граничил на юге со степными владениями Эдиге. Сверженный хан не раз вступал в бой с могущественным Беклеребеком. В 1407 году, во время очередной схватки с Эдиге, Тохтамыш был убит.